Рифат Рифкатович, здравствуйте. Здравствуйте. Фестиваль произвел на меня неизгладимо приятное впечатление. Я так понимаю, что это действительно ваша заслуга. Вы, как вдохновитель, я вас в своем посте на Фейсбуке назвала рыцарем книжного царства. Это, да, ну, нас таких много, у нас целая банда. Тут надо дать должное всем моим коллегам, сотрудникам, в первую очередь, библиотеки публичной. Но не только, у нас Союз журналистов подключился, мы много привлекли волонтеров разных, и у нас очень много партнеров. И мне кажется, сила вот таких мероприятий как раз в том, чтобы уметь налаживать хорошие взаимные отношения. Отлично, но тут я снова перейду на вашу персону, потому что почитала вас в интернете, что вы-то как раз мастер налаживать вот эти вот отношения между людьми и создавать команду. Как долго готовится вот такая ярмарка? Полгода минимум. По идее, конечно, нужно готовиться к ней весь год, просто потому что весь год нужно отслеживать тренды, смотреть за новинками, смотреть за интересными событиями, знать, кого приглашать, следить за тем, что происходит на других ярмарках, и не только в России, думать над форматами, думать над приглашением издательств, думать над площадкой, продумывать брендинг, заниматься маркетингом. Работы много, и здесь, конечно, чем лучше раньше ты начнешь, чем лучше распределить работу, тем более эффективно проведешь весь этот сезон. Без особой спешки. Тут иногда просто слишком много факторов могут тебе в последний момент выкрутить руки, поэтому не нужно откладывать на последнее. Ясно. Чревато. Я знаю, что немного выкрутило руки то, что вы попали вот в этот клинч с другими мероприятиями книжными, но тем не менее вы пригласили замечательных авторов, и сессии, конференции, беседы, круглые столы получились совершенно бесподобными. Как уговариваете авторов приехать? Вот это просто приглашение? Или это уже ваши личные связи? Или как? Где-то это личные связи, даже не столько мои. У нас в команде есть прекрасный программный директор Наталья Санникова. Вот у нее, да, как раз связи, какие надо связи. Но здесь срабатывает репутация уже сложившейся нашей площадки, потому что те, кто к нам приезжает, остаются, как правило, довольны и, как правило, готовы нас рекомендовать своим знакомым, друзьям, компаньонам, товарищам дальше. Это работает. Такая репутационная вещь. Кроме того, помогают в связи с издательствами, потому что издательства тоже заинтересованы в том, чтобы их авторы и те книги, которые они презентуют, прозвучали в хорошем обрамлении, на хорошем событии. Ярмарка как раз такую возможность предоставляет, поэтому с издательством мы тоже об авторах говорим, обсуждаем. Есть у нас участники программы, которых нам направило издательство. Но и большая работа происходит здесь, на уровне Челябинска, на уровне тех деятелей литературной индустрии, книжной индустрии, которые тоже со своей инициативой выходят, себя предлагают, себя промоутируют. И у нас есть целая линейка мероприятий, которые созданы просто потому, что их модераторы, их герои, их авторы сами пришли к нам с этим предложением. Таких предложений год от года становится все больше. Это тоже как бы репутация ярмарки работает на нас. А сколько лет уже ярмарки? Здесь разные подсчеты. Самые первые попытки проведения такой ярмарочной площадки на базе библиотеки публичной были еще в конце 90-х, начале 2000-х. И в разных форматах себя ярмарка проявляла, и как городская на пешеходной улице, и как конференция местных издателей. Форматы искались разные. Но вот классическая книжная ярмарка, как все ее понимают, как площадка, где продаются книги, их много, где презентуются издания, их много, где проходят творческие встречи, в том числе с иноземными гостями. Вот мы как-то варились долго в уральском кругу, но московские столичные гости появились только в 2015 году. Поэтому вот с 2015 года ярмарка развивается вот в этом формате, очень динамичном. Вот это точно нужно отметить, потому что до 2018 года это была площадка исключительно публичной библиотеки, и там какой-то определенный потолок появился. И как только мы за стены библиотеки вышли и сделали это городским событием, сначала в выставочном зале Союза художников, сейчас вот в Центре международной торговли, это совсем другой формат, это снова динамика по количеству, по яркости, по собственным каким-то возможности собственной идеи реализовать. Вот я думаю, что эту динамику мы точно сохраним. Теперь вопрос, который мне обязательно зададут. Почему такое совместное мероприятие «Рыжий фест» и ярмарка
Ярмарка понятна, а Рыжий фест это что? Откуда и название и так далее? Мы уже задали этот вопрос, что такое Рыжий фест? Ну, здесь два момента. Давайте начнем с прозы жизни. Ресурсы на проведение Южноуральской книжной ярмарки конечны. Их предоставляет областной бюджет. Мы казенное учреждение, областная библиотека, и мы вот реализуем этот проект в рамках определенного бюджета. Выйти дальше, реализовать какие-то интересные задумки не всегда удается, потому что бюджет не такой большой. Был до прошлого года. В прошлом году мы нашли партнера, которого убедили в том, что мы можем совместно с нашими идеями, с нашей командой, с нашим наработанным опытом, с их возможностями сделать ярмарку шире. Но делать чисто ярмарку было глупо, поэтому, к тому же, честно говоря, вот в названии ЮКЯ, в этой аббревиатуре, скрывается определенный тоже потолок до какого-то определенного предела. Все эти аббревиатуры имеют маркетинговую ценность. И чтобы развивать проект дальше и делать его громким, шумным, межрегиональным, нужно было перезагрузить в определенном смысле. И мы вот несколько задач сразу решили с помощью нашего партнера Союз журналистов Челябинской области, который тоже заинтересован в том, чтобы быть таким ярким деятелем на ивент-рынке, и они до нас обращались со своими проектами в фонд президентских грантов. И вот это был новый уровень для них, новый уровень для нас, совместная грантовая заявка, точнее грантовая заявка Союза журналистов на проведение Всероссийского литературного форума «Рыжий фест». Эта заявка ежегодно обновляется, 2 года подряд мы ее получаем, и спасибо за это фонду президентских грантов, что он в этот проект верит, и наши отчеты принимает без замечаний. Прекрасно. То есть все-таки гранты действительно помогают делать что-то действительно приятное, новое такое, инновационное, интересное для зрителей. А название здесь несколько факторов связано. На самом деле само название родилось чуть раньше и никак не было связано с конечной идеей. Это была просто задумка о том, чтобы в рамках Южноуральской книжной ярмарки еще выделить отдельную линейку событий, связанных с поэтом Борисом Рыжим. Эта связь в какой-то мере и осталась, но она сейчас не является ключевой совершенно. Для нас «Рыжий фест» — это название, которое связано с осенью, с яркими впечатлениями и эмоциями. И это как раз такое название, которое имеет хороший потенциал для роста. А главное, когда звучит литературный форум «Рыжий фест», люди сразу понимают, что им ждать, и понимают, что им ждать, что они могут надеяться на что-то больше, чем то, что они могли бы ожидать от литературного форума. «Рыжий фест» — это всегда ожидание каких-то ярких, неожиданных впечатлений и эмоций. Вот мы именно поэтому это в скучную строчку «Литературный форум» добавили эту яркую финальную точку, для того, чтобы пообещать что-то определенно понятное, ясное, интересное и что-то сверх этого. Прекрасная идея, на самом деле, потому что «Рыжий фест» вот мне лично просто больше нравится. Ты где, я на «Рыжем фесте», и у всех столько вопросов. Да. Это про книжки и очень много другого. То есть очень интересный формат вы выбрали. В следующем году все остается по-прежнему, все будет обязательно вот так же осенью. Да, это все будет осенью. Осень – это сезон книжных премьер. И сейчас уже наши местные издатели понимают, что к осени нужно приготовить что-то яркое и с нами обсудить возможность включения этого в программу ярмарки. Мы всегда идем навстречу всем идеям, как-то, может быть, где-то их трансформируем, но почти все идеи, которые наши партнеры предложили, издательства, в том числе челябинские, мы в ярмарку интегрировали, реализовали. Поэтому осень, да, конец сентября, последний уикенд, это точно теперь 3 дня, потому что до этого ярмарка была 1- или 2-дневной, в этом году мы впервые сделали ее 3-дневной. Кроме того, у нас 2-й год подряд, благодаря «Рыжему фесту», исключительно только на эти средства мы можем делать выездные программы в других городах области. Те, кто приезжает к нам сюда, в Челябинск, затем едут. В прошлом году это был Магнитогорск, Златоуст, Троицк и Кыштым. В этом году Миас, Озерск и Сатка, плюс поселок Новосинеглазово в Челябинске на окраине. И это вот такие выездные программы, которые расширяют границы и разнообразят программу. И очень нравятся нашим гостям. Вот они сегодня смс-ки идут под большим впечатлением. Те, кто в Сатке побывал, те, кто в Миасе. В общем, это все очень хорошее тоже финальное такое мероприятие для гостей наших. А в этих городах, простите, там тоже вот площадка с книгами и издательствами, или это какие-то встречи? То есть что происходит в этих городах? В этих городах в основном происходят встречи. Торговли как таковой нет. Вот в Новосинеглазово мы только вблизи от города смогли эту организацию обеспечить. А вот в других городах это в основном творческие встречи, лекции, дискуссии, какие-то интересные форматы встреч с людьми. Я думаю, что это и правильно, потому что в маленьких городах пока важнее все-таки обеспечить
личное общение, вот эти впечатления, обеспечить возможность, да, атмосферу передать, добавить в местную информационную повестку хороших культурных событий. Вот такую цель мы здесь ставим. Я думаю, что вопрос о продаже встанет уже на следующих этапах развития проекта. Будет ли Рыжий фест, это зависит исключительно от того, как мы отчитаемся в этом году и как новую заявку воспримет фонд президентских грантов. Я надеюсь, что все получится тоже очень хорошо. Я вам желаю удачи. Это действительно такой проект, мне кажется, челябинцы в полном восторге, и гости тоже. Я привезла сюда чемодан книг и увожу отсюда чемодан книг, купленных здесь. А как у вас обстоит дело с покупками? Ну, я не привозил чемодан книг, но чемодан увез, да, машина была вчера загружена, и сегодня я еще пакетик собрал. Это очень приятный момент, потому что нам удалось в этом году еще и многообразие поддержать издательское, и детские издательства, комиксы, и художественная литература, и альбомы на любой вкус, и действительно любая аудитория находила здесь что-то для себя. Я не видел людей, которые бы просто с пустыми руками уходили. Это здорово. На это внимание, все выходят с покупками, кто-то сдержался, кто-то совсем пошел в разнос. Да. Ну и хорошо. Да. А какая ваша покупка вам больше всего греет душу? Самая первая, которую я ее сделал, я не планировал ничего первый день покупать, я хотел просто походить, но не удержался, купил сразу. Наши партнеры из Екатеринбурга, издательство «Баска», привезло сюда альбом, в котором собраны все иллюстрации к коньку-горбунку Ершова. Вот все там несколько десятков советского, российского периода. Вот этот альбом я купил сразу, и я думаю, что я его буду листать долго-долго. Очень, очень вкусное издание. Изданное в Тюмени. Прекрасно. А я тоже купила книгу с иллюстрациями чудесными. Я купила «Алису в стране чудес», потому что давно хотела именно эту книгу, но я ее хотела в каком-то исключительном издании, таком, которое бы напоминало мне о чем-то очень важном, глубоком. И тут получилось, что и в плане искусства сделано великолепно, и как воспоминание об этой выставке, об этом мероприятии. В общем, тоже была такая первая покупка именно вот из этой сказочной истории. Вот, наверное, все-таки детство как-то на нас здорово влияет. Да. Мы не можем просто противостоять чему-то, что идет из вот такого нашего внутреннего ребенка. Как вы живете вне этих мероприятий? Вы работаете в публичной библиотеке, вы занимаетесь серьезным сектором. Что происходит в библиотеке? Я, кстати, там была. Публичная библиотека — это Ленина 60, да? Да, все верно. Записалась. Да, отлично, хорошо. Библиотека живет нормальной библиотечной жизнью. Она, с одной стороны, это место культурных событий, место хранения максимального количества информации в нашем регионе, самый большой фонд, около 600 событий в течение года в разных форматах. Это библиотека, которая еще и служит методическим центром. Наш регион один из лидеров по формированию сети модельных библиотек муниципальных в рамках национального проекта «Культура». Федеральные деньги выделяются муниципалитетам на преобразование местных библиотек, и у нас прям год от года все больше и больше библиотек в муниципалитетах преображаются. Именно поэтому в эти города мы и везем наших гостей, потому что мы им еще библиотеки местные показываем, какие они могут быть крутые и разные, совершенно разные. Вот. А мой сектор действительно культурно-просветительский, один из лидеров по организации. У нас нет книжного фонда как такового, но мы организаторы выставок, дискуссий, клубной деятельности, каких-то важных проектов вне стен библиотеки, например, Библионочь, это координация на нас, это уличные фестивали, которые мы проводим в разное время по разному поводу. Это разного рода тематические дни, например, дни дизайна, дни фантастики или задуманные нами дни комикса. Вот это все как раз такая проектная деятельность, направленная на привлечение людей в библиотеку, на ее позиционирование как действительно ведущей культурной институции, не только архитектурные доминанты, но и культурные доминанты в центре города. Вот это все развивается, и мы надеемся это дело продолжать.